Блин, ничего не слышно. Да, ребята, назад идите! Народ, давайте назад идите! Назад! Ребят, назад! Не провоцируйте! Тихо! А ну, повернись сама! Мы собрались по Куштау. Значит, по Куштау принимаем, я предлагаю сегодня. Хватит еще раз воевать. Никому ничего хорошего не будет. Продолжим дальше воевать. Не надо этого делать. Значит, я предлагаю таким образом. Навоевались. Все молодцы. Все нормально. Успокаиваемся. И я предлагаю. Мое решение вам такое предлагаю. Сегодня все отсюда с горы уходят. Уходят БСК. Не перебивайте, договорю. Уходят БСК. Уходите вы. И я даю слово вам всем здесь. Послушайте. Я договорю. И я даю вам слово здесь, что пока я даю слово здесь, вот при всех, я даю здесь все пока, я даю слово, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение. Никто не зайдет. У меня к вам одна просьба. Мне больше на эту тему. Это было мое решение. Сейчас еще раз говорю, у меня просьба. У меня просьба, чтобы вы определились. И надо переходить и разговаривать. У нас есть много вопросов и у вас ко мне, и у меня к вам. Выберите сами, проголосуйте как. Давайте выберите ко мне ваших старших. И пусть они завтра ко мне приезжают и будем разговаривать. Я готов здесь разговаривать. Задавайте вопросы. Первые успокоились, говорю я. Первые успокоились. Куштау, требуем остановить Куштау. Куштау, вопрос решенный. Куштау остается. Вопрос решенный. Придать статус памятника природы Куштау. Как источник сырья не рассматривать ни одну гору Шихан. Ни Туратау, ни Юрактау, ни Куштау. Ни Гумерское ущелье. Второе. Мы требуем создать комиссию авторитетных ученых, которых одобрит общественность. Да? Да! Второе. Мы требуем сегодня же освободить незаконно задержанных во время этой акции. Требуем отставки главы Ишимбайского района за то бесчинство, за тот произвол, который он тут делал. Четвертое, мы требуем прекратить репрессии против защитников Куштау, которые вышли. Ходят слухи, уже заявляется сотрудник полиции, да, и в их дома, и берут список. Почему? Ради говорит, у нас есть такой произвол в нашей республике. И мы требуем контролировать, гарантировать, взять под свой личный контроль как глава республики. Да! Да! Мы требуем создать постоянный координационный совет по вопросу Шихан. Постоянный вопрос. Потом требуем стол переговоров. Стол переговоров. С мнением не менее 50% даже эксперты. Стол переговоров обязательно. Могу говорить, нет? Значит, давайте вот по этим. Начну там, может, не по порядку. Значит, глава Ишимбайского района, он глава Ишимбайского района. Если бы он был глава Аскинского района и здесь ходил и занимался, я бы его выгнал. Это его земля, он здесь командир. Нет. Поэтому убирать я его не буду. Нет. Это первое. Второе, я договорю. Сейчас нам, я вас прошу, сейчас нам всем надо успокоиться. Теперь по вашим ребятам. Ни у кого нет желания крови и так далее. Мы все, хватит, накушались крови. Значит, по вашим 10 ребятам, по 10 или скольки? 70.
Уже вынесено решение суда об аресте. Значит, сроки у них там разные, от 5 там, до 15 дней. Я что прошу? Значит, я попрошу нашего Зульфию Гайсину, она подготовит документы и обжалование в Верховном суде. Непосредственно звонить судьям я никогда не звонил и не буду. Но чтобы все-таки мы понимали, что такая сложная ситуация, еще раз говорю, обжаловать в суде вот этот арест, я проведу консультации с председателем Верховного суда. Но еще раз говорю, никто и ничто не заставит меня звонить судьям и говорить, отмени приговор. Это решение. Теперь дальше, по Коалиционному совету. Я вам, собственно, это и предлагаю. Значит, давайте не будем забывать, что есть вы, есть другие люди, есть войска, есть рабочие. Поэтому я и предлагаю, пока мое решение, я вам даю слово, сюда ни одна техника, никто не зайдет, если не будет найден компромисс. То есть, если вы в какой-то момент не скажете «да». Вы понимаете? Стоп. И второе. Значит, по коалиционному совещанию. Я вас поэтому и прошу. Сами подумайте сегодня. Я сегодня прошу, чтобы вы все-таки первые. Сейчас все устали, навоевали. Выберите своих лидеров и давайте завтра ко мне. И будем спокойно разговаривать. По коалиционное совещание по Куштау, то, что вы хотите, с вашими экспертами, как вы говорите, 50%, не проблема, создадим и будем заниматься. По вашим ребятам, как вы говорите, по которым, соответственно, ходят сегодня сотрудники МВД, я этого не знаю. Я приехал сюда с исполняющим обязанности министра, которому тоже война не нужна. Мы с ним проговорим. Мы эскалировать конфликт не будем. Но я вас прошу, в этом случае мы расходимся с миром сегодня по домам. Тут еще 2 пункта осталось. Но осветить СМИ, это надо объективно. Да, СМИ надо объективно. Иногда у нас кто-то говорит из экспертов 17 миллиардов, кто-то ошибается, говорит 16 миллиардов, кто-то говорит 10 миллиардов. Откуда-то придумали ваххабитов, экстремистов. Вот эти что ли ваххабиты или экстремисты? Ради Борисович, подождите сейчас секунду. Стоп. Потом требуем отставки, не отставки, расследовать ночное нападение на лагерь защитников Куштау и провести объективное расследование и наказать виновных. Ради Фаритович, мы требуем. Раненые. 300 человек, пацанов было. Значит, давайте, я не договорил еще по ребятам. Там еще у вас 70 ребят. Значит, самые, скажем так, те ребята, которые поднимали руку на сотрудника полиции или ОМОНа, они уже, насколько я понимаю, получили вот эти аресты. Остальные ребята, насколько я понимаю, просто вот по этим. Я проговорю. Я постараюсь, чтобы все-таки больше арестов не было. Но еще раз я говорю, этих ребят, которые там есть, мы постараемся выпустить, вернее, при принятии решения. Вы мне условия не ставьте. Там по закону все будет. Понятно? Это я твердо обещаю. Но я переговорю с председателем Верховного суда. Там, кстати, задержали не только ваших. Там задержали и с той стороны. Поэтому нам есть. Не было этого. Ладно, тихо. Есть. Там задержали разных. Всего. Полиция вязала всех, там много кого было. Поэтому я предлагаю, если хорошо, вас это не интересует. Я по вашим вот это сказал. Теперь по информационной политике. Мы остановим эту историю. Давайте. Я всегда был против экстремизма. Я всегда это говорил. И сейчас я против экстремизма. Я сложна ее личная позиция. Но вот так вот всех подряд без разбора морать никто больше не будет. Но я прошу и вас остановиться. Надо всем нам остановиться и выдохнуть. Мурзагулову в отставку! Мурзагулову в отставку! Мурзагулову в отставку! Вы здесь все собрались. Вы своих сдаете, нет? Нет. Я своих тоже не сдаю. Он вас дает! Мурзагулов вас дает! Народ! Давайте остановимся, давайте. По пунктам мы предложили, требуем 7 пунктов. Из них 1 убрали. По одному сказали у нас как бы, ну там, мнимо, пока до конца не решенное. Давайте, мы стол переговоров мы хотели. Да. Давайте вот на этом пока остановимся. Но глава Ишимбайского района пусть знает, то, что он пошел против народа, то, что он хайван конкретный. Он может бороться только с женщинами. Ради Фаритович. Стоп! Стоп! Ради Фаритович, есть видеодоказательства.
появление тут руководителя главы администрации Александра Геннадьевича Сидякина, и они в купе с Азаматом Абдрахмановым громили вот тот лагерь, который был тут вчера. Они в купе с Азаматом Абдрахмановым били женщин. Есть видео. Если вы хотите, я вам завтра покажу. Если вы даете слово, мы можем это видео показать по БСТ. Женщине ногу сломали они. Смотрите, подождите. Давайте, вы мне привезите ваши видео. Я много его видел тоже, как вы понимаете. У меня тоже есть видео показать, как и с вашей стороны было довольно жестко. Не надо показывать БСТ, оставим людей в покое. У нас кроме вас 4 миллиона и бабушек, и дедушек, и так далее. Это не их история. Вы своего сейчас пытаетесь добиться. Я иду к вам навстречу, потому что не хочу крови. Нам спокойно жить, развиваться. То, что сейчас происходит, бьет по нам всем. Поэтому я еще раз говорю, сегодня договариваемся. Принесите мне, что у вас есть. Посмотрим вместе. Это посмотрим. Но я еще раз говорю, сегодня у меня к вам просто просьба. Я знаю, навоевались, устали, от души работали. Я понимаю ваши чувства. Поэтому спокойно надо нам уходить. Проволочные заграждения, посмотрите. О, пусть Азамат Абдрахманов знает, то, что земля под его ногами будет гореть. И до конца его жизни. Пусть он знает это. Он пошел против своего народа. И не только Преступник он. Против своего народа. Ради Фаритович, примите решение. Мы требуем отставки главы Ижимбайского района. И Бадранов тоже самое. Они все против народа. Давайте, я еще раз говорю, мы сейчас все равно с вами вот по каждой детали, по каждому вопросу не проговорим, не договоримся. На самых базовых вопросах, мне кажется, то, что вас волнует, я ответил. Я не подвинусь назад тоже, то, что не могу, или по причинам, что это закон запрещает, или я по душе не могу. То, что я могу, я вам сказал. Какие-то есть еще вопросы, завтра мы увидимся у меня. И переходим, давайте в плоскость нормально. Воевать хватит. Да! Народ Башкортостана! Защитники Куштау! Мы тоже отказываемся воевать! Пусть ВСК сегодня уходит! Пусть правоохранительные органы сегодня уходят! И мы тоже уйдем! Вы согласны? Да! Хорошо! Тогда мы так и делаем! Они уходят, мы уходим! Ради Фаритович, вы дали слово! Вы дали слово! Слово мужчины! Слово главы республики! Я еще раз, дайте сказать. Слово 5 раз не повторяет. Я его сказал, значит так и будет. Теперь по сегодняшнему дню БСК уйдет первый сейчас, уберут технику. Спокойно дайте людям уйти. Они трудовые люди, тоже выполняли свои задачи так, как считают. Значит, большая часть полиции и ОМОНа тоже уйдет. Но для того, чтобы здесь был порядок, для посмотреть, как вы спокойно все разъедетесь, силы милиции останутся. Мне скажите так, во сколько гора будет спокойно и никого не останется? Тогда все уйдут. Заборы сегодня не успеют убрать, заборы будут убраны, но я вам еще раз говорю. Тогда я предлагаю такой вариант. Сегодня мы сейчас половину народа попросим разойтись, половину народа. БСК убирает всю свою технику. После того, как БСК все уберет, остальные все уходим. Завтра у нас сюда заявится не менее 50 человек и проверят, все ли убрали БСК. И проверят, чтобы они убрали все эти заборы. И почистили за собой. Потому что мы сегодня собрались на экологический субботник. Они нам не дали убраться тут, за ними. Пусть убираются за собой все.